забирать. Снова здравствуйте. Вы продолжаете смотреть замечательный телеканал ТНВ. И снова с вами, я считаю, одна из лучших программ «Вечерняя игра». Тебя коллеги там уже у порога ждут. Ну и пусть ждут. Я всем с удовольствием пожму руку и улыбнусь в ответ. И, конечно же, ее вечерние ведущие Лия Сергеева. Петр Нижинский. Сегодня поиграем в домино. Попьем чай, так и будет. Ладно, я попью чай, жара такая на улице, чай попью. Мы решили сразу с места в карьер уже начинаем. Ну и, конечно, будем общаться. И Извините. общаться сегодня мы будем с хоккеистом, кандидатом в мастера спорта Максимом Орловым. Здравствуйте, Лия. Здрасте, Максим. Здравствуйте, Петр. Приветствую, Макс. Здравствуйте. Так. За эфиром мы выяснили, Максим, что в домино ты играть умеешь. И, судя по всему, очень неплохо. Вот мы уже посмотрим. Везет вообще в игры? Азартные, не очень? Вообще везет, да. В карты играть. Так. Да ладно. Так, у кого дубль есть? 1-1, например. Ни у кого? Опа. Это был я. Все понятно. Похоже, и правда везет. Максим, родились вы, как мы знаем, в Казани, но с давних лет живете уже в Первопрестольной. Да, живу в Белокаменной, в Москве. Какими судьбами сейчас в Казани? У меня сейчас отпуск, и вот, двухмесячный. И я сейчас пока, в отпуске провожу, так сказать, с родителями в Казани, потому что... Ну, то есть к родным приехал навестить. Да. А мы-то уж думали, может быть, в Акбарс потихонечку. Ой, да нет, я бы с удовольствием, но пока у меня есть действующий контракт с Спартаком, и я играю там. Ну, то есть, если Акбарс тебе предложит войти в состав команды, ты примешь это предложение с радостью? Ну, на самом деле, да, потому что, Казань — это родной город для меня, это Хочешь моя маленькая, малая родина моя, да. Но ведь, несмотря на достаточно относительно юный возраст, уже во многих клубах ты поиграть успел. Сколько их было-то? Получается, в общей сложности 3 клуба. Это ЦСКА, Центральный спортивный клуб «Армия», московский клуб. Потом, значит, Подмосковье, это подмосковный «Атлант», был в моей карьере, да, присутствовал. И дальше московский «Спартак». Вот. Ну и в данный момент я защищаю цвета подмосковного «Химика» Воскресенского. Это фарм-клуб «Спартака». Вот. А не сложно вот так из команды в команду переходить, место жительства менять? Знаете, это уже дело привычки на самом деле, потому что первое время... Сложно в первые 3 раза. Да, сложно в первые 3 раза, а потом это уже вообще... Куда едем? В Никарагуа? Да, запросто. Рюкзак уже собран. Максим, расскажите нам тогда вообще историю возникновения хоккея в вашей жизни. Как это произошло? Родители отвели в секцию, у самого возникло желание. Или увидел клюшку и понял, да, что... может, фильм какой-то, биография, игра в настольный хоккей поспособствовала. Вообще, как любой профессиональный хоккеист, я начал свою карьеру в 4 года, я считаю, это ранний возраст, и, мне тогда, конечно же, не тянуло ни на лед, ни клюшки, нет, мне тогда больше по игрушкам, посидеть дома, отдохнуть. Пришлось. Да. Но родители так решили, отец хотел, отец хотел как можно раньше, так сказать, ввести спорт в мою жизнь, вот. А, хоккей, получается, ребята начинают заниматься хоккеем относительно в раннем возрасте, то есть 4 года уже люди встают на коньки, и делают первые шаги, вот. И как раз, я думаю, поэтому, выбор пал на хоккей, как можно раньше меня хотели к спорту пристроить. Вот. А вы вообще из спортивной семьи, получается? Да, отец у меня в футбол играл в свое время, тоже до 20 лет, в юношестве. А мама, насколько мы знаем, гимнастикой занималась? Мама, да. Достаточно серьезно. Так. То есть вот это выражение, Максим, мама, папа, я, спортивная семья. Да. Это про вас. И про нас, да. А когда наступил тот момент, когда хоккей из решения папы превратился в увлечение, а потом уже и в профессию потихонечку? Лет 12-14, как только я стал понимать, что это это мое призвание, это то, чем я живу, то, что мне нравится. Вот. Лет 12-14. А что особенно тогда нравится? Почему потянуло, да, лед, клюшка, экипировка, команда. Мордобой. Это вообще, об этом можно говорить, я считаю, часами и днями. Это непередаваемый калейдоскоп ощущений. Что вы ощущаете, когда выходите на лед? Гордость за себя, за то дело, которым я занимаюсь, которому я отдал практически всю свою жизнь. А когда соперников видите, есть желание, да я вас сейчас тут укатаю? К соперникам уважительно уж относимся, это все равно, как-никак,
ну, братья по оружию, Ну, такие скажем же, так, да, собственно, такие как же и вы. люди, как и мы, да. Но это, как сказать, ну, уважаем, но в то же время не прощаем особо, не даем спуску, конечно. То есть игра, она есть игра. Игра есть игра, да. А насколько важен тренер, особенно когда человек только начинает, ребенок, вернее, только начинает заниматься каким-то спортом, в частности, хоккеем? Ой, я вам скажу, что ну, ребенок, тот ребенок, который делал первые шаги в спорте, я считаю, ну, главным образом на него родители оказывают влияние. Ну, то есть от родителей многое зависит, потому что без поддержки ментальной, моральной, ну, без поддержки родителей ничего не получится. А как ваши родители вас поддерживают? Ну, в данный момент мне, в принципе, поддержка особо уже и не нужна, я сам уже, ну, как бы, Ну да. встал на ноги, и все, слава богу, как бы, хорошо, вот. А в раннем возрасте она мне, конечно, первое время необходима была, потому что я вам расскажу, что до 12 лет, до 14, как я уже говорил, я хоккеем не хотел заниматься, вот. И то есть во время выходных своих мы приезжали, бывало, в Казань из Москвы, и вот я ходил по гостям, и вот эти вот агитационные разговоры семейные приводились, то есть там, допустим, со стороны бабушки, со стороны дедушки, ну, внучок, давай, ну, как бы занимайся хоккеем, почему тебе это не нравится, то есть давай, ну, то есть вот так вот прививали спорт всей семьей. А не было такого, что бабушка говорит, давай занимайся хоккеем, а тут я назло бабушке уши отморожу, ну, из этой же Не серии. было такого. Я вот единственное с раннего возраста футбол еще любил. Футбол люблю играть, да. И до сих пор, вот как бы, когда я оказываюсь на площадке, вот так вот выхожу во двор, мне многие задают вопрос такой, это интересный. Ну, парень-то говорит, это футболом, да, занимаешься? Я говорю, да нет, вроде как. Говорю, хоккей всю жизнь играю. Вот у меня и И клюшка за футболисты спиной не висит. разбегаются, когда узнают, что вы занимаетесь хоккеем. Но они побаиваются То играть. есть там, ой, ребята, бортиков-то у вас тут нет, я смотрю. Да. А все-таки, получается, хоккей куда более жесткий вид спорта. Ну, конечно, нежели да. футбол. Да. То есть силовая борьба там присутствует, да, конечно. Ну и вот то, что симуляция, как бы, она присуща футболистам в хоккее, ну, недозволена. То есть футболисты так Симулянты. не слишком местами. пользуются вашим уважением. Ну да. Можно и так сказать. Ну, в общем, у каждого, скажем так, у каждого спорта своя специфика, и поэтому, ну, как бы, не стоит вообще сравнивать хоккей и футбол, совершенно две разных видов спорта. Максим, меня... Можно я, да? Прошу, коллега. Да, ну вопрос возник, я хочу его задать. Распорядок дня свой. Расскажи, пожалуйста. Распорядок дня, ну, скажем так, вот сейчас в сезоне, допустим, это утром подъем. Во сколько? Подъем у нас в 9:30 обычно у нас сбор, то есть сбор команды общий. И то есть до 9:30 должен успеть позавтракать, как бы, и, ну, причем сделать это так, чтобы уже все успело перевариться, ну, вся пища То есть переварилась. во сколько подъем? Подъем в 7 часов, скажем так, да. Где-то Совсем часов утро. 7-15, То есть да, в 7 раннее подъем, утро. какая-то там может быть легкая зарядка, легкий завтрак и на тренировку. Впереди 15 тренировок, зачем зарядка? Ну, проснуться, чтобы. Нет, зарядка, она, конечно, обязательно нужна. Разминка, зарядка, растяжка, без нее никак. Иначе возникает риск получить травму. А сколько тренировок в день обычно бывает во время сборов? Во время сбора 3 тренировки. То есть это утренние. Во время сборов вообще, скажем так, первая тренировка, она вообще происходит натощак. То есть вот мы просыпаемся, идем в раздевалку, переодеваемся, первым делом пробежка. Вот. После пробежки идем завтракаем всей командой, потом буквально там час-полтора привести в чувство, и дальше вторая тренировка. Вот. Ну, там в зависимости от тренера, ну, от выбора тренера, силовая, там, скоростная силовая, ну, совершенно разно, варьируется вид нагрузок. Вот. Ну, скучать точно, похоже, некогда. Некогда, да. Потом дальше тихий час, и после тихого часа опять как бы все по новой, в общем, вечерняя тренировка. Вот. И во сколько заканчивается день-вечер, может быть, даже ночь хоккеиста? День, вечер, ночь хоккеиста, ну, часиков так в 10, в 11. То есть Ну, в 10 правильно, в 7 утра можно... вставать. Потому что в 7 утра вставать, да, как бы, иначе ты просто не проснешься утром. Да. Ведь и прогулять-то не получится. Вот это жизнь. Вот это реклама. Вот так вот сделал, да? Или вот так вот? Или вот так вот? Ну, не ладно, не важно. Перфекционисты, угомонитесь. Это продолжается программа «Вечерняя игра». Я кручу, верчу, в домино выиграть всех хочу. Максим, такой вопрос у меня возник. Хоккей это все-таки такой, ну, достаточно жесткий вид спорта, травмоопасный даже где-то, агрессивный, да, не будем отрицать этого, но очень увлекательный. Шайба, да, вот существует такое интересное понятие в этой игре.
она ведь может очень неприятно прилететь куда-нибудь. Да. Как к этому плавно подводят детей, когда я понял, что с 4 лет начинают заниматься спортом? А ведь Страх когда шайбы, в то есть 4 года какие-то... тебе прилетит шайба, и вряд ли захочется Как-то тренер продолжать. сначала там хулиганиста в спину подкидывает, или потом посильнее. Как это происходит? Ну, это знакомство с шайбой, оно Знакомство плавно, с шайбой, да, плавно вот. происходит, на самом деле, потому что в 4 года, как я говорил уже, когда ребенок встает на коньки, он буквально года 2-3, он учится только кататься совершенно, то есть ни клюшки, ни шайбы он не видит. Ну, где-то года через 3, так скажем, когда ребенку исполняется 7 лет, там уже, да, то есть шайбу тренер начинает подкидывать, вот. Ну и пока бросков, как бы, 7-летних ребят-то сильных нету, то есть они не могут послать шайбу, ну, с большой скоростью, вот. И, ну, получается, вот, ну, с взрослением ребенка, как бы, броски становятся сильнее, и ты, как бы, привыкаешь к этому, ко всему плавно, подводит это, на самом деле. Ну, так вот получается все само собой. Ну, а ты помнишь свое Знакомство с шайбой. Крепкое знакомство, я бы сказал. Ну, с знакомство вообще... Начало дружбы. Да. Эти знакомства, ну, на протяжении всей моей жизни каждый день практически происходит. Есть как бы более приятные, есть менее приятные. Вот. Были, конечно, и серьезные, на самом деле, знакомства, так сказать, с шайбой. Был, потому что момент такой... Во время первого моего года игры в молодежке мне прилетела шайба в затылок. Ого. Вот, попала, да. И я как бы, ну, не придал этому значения, то есть доиграл смену, пришел на смену. Тренера, получается, они расположены во время игры за игроками, вот. И тренер увидел, что как бы, у меня есть под шлемом течет кровь, вот, ну, и отправил меня к доктору, там вот, ну, шили, так скажем, на живое, вот. А смотри, еще во время игры бывают такие моменты, когда игрок, хоккеист, защищая там ворота, да, или свою команду в любом случае, бросается прямо под летящую шайбу, блокировка, получает травму Да. и бросается снова. Да, и Вот такое- что это? Мужество, безумие, установка тренера или воля к победе, или характер? Да это на самом деле все вместе взятое, потому что, ну, в этот момент боли ты вообще не чувствуешь, одни эмоции и... То есть как воля к весело, победе. шайба пришла в лоб. Ой, весело, хорошо. Ну да, знаете, можно и так сказать, да. То есть в этот Всякое момент бывало. главная игра. Да. Ну, порог боли, он намного возрастает в эти минуты. Вот. И поэтому тебе, в общем, тебе ничего не страшно. Вот. А вы после матча свои игры пересматриваете? Да, к сожалению, такое бывает, и причем зачастую практикуется, да, у нас бывает, ну, методический кабинет есть, да, и там мы пересматриваем матчи, разбираем ошибки, да, тренера там нагоняй нам иногда приличный производят. Ну, все мы знаем противостояние клубов, таких, например, как ЦСКА, Спартак, это практически вражда десятилетиями идет. А если хоккеист переходит из одного клуба враждующего В другой. другой недружественный клуб, как болельщики на это реагируют? Это же, наверное, свист на трибунах стоит и играть не дадут. Ну, знаете, в хоккее к этому не так критично относятся, это больше в футболе, на самом деле, происходят вот эти вот противостояния, и, ну, болельщиков. В хоккее более спокойно болельщики ведут себя, то есть на хоккее люди семьями ходят, то есть там более спокойные болельщики, лояльные. Интересно, получается, более жесткий вид спорта, Да, но да, при этом а болельщики более мирные да, болельщики. лояльно, да, относятся и друг к другу, и вообще, да. Меньше беспорядков, скажем так, во время хоккейных матчей, нежели на футбольных. Да, есть такой Ну, момент. коль уж мы затронули тему противостояния и сопоставления футбола и хоккея, как раз на эту тему у нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Футбол или хоккей? Такой вопрос мы задали прохожим с целью узнать с поклонников, какой игры больше. Футбол или хоккей? Футбол. Почему футбол? Почему футбол? Занимался раньше. Футбол. Нравится футбол, сын занимается футболом. Футбол. Почему футбол? Нравится больше. Футбол. Наверное, хоккей, потому что Салават Юлаев. Хоккей. Футбол. Похоже, футбол немного впереди. Но, как мы знаем, наши хоккеисты гораздо успешнее, чем сборная России по футболу. И именно хоккей поистине народная игра в России и Татарстане. Я думаю, хоккей. Хоккей не лучше. Хоккей лучше играет. В Татарстане он очень культивирован, этот вид спорта. И можно сказать, что он такой народный здесь вид спорта. И конкретно команда Акбарс такая народная команда у нас. Здесь такая любовь большая к этому клубу. И вообще
хоккею в целом. Сборная СССР по хоккею с шайбой становилась чемпионом мира 23 раза, а сборная России 5. Кого из звездных хоккеистов знают казанцы? Главные звезды Овечкин знают много кого. Тарасенко, Василевский вратарь, Ворочка. Много кого. Овечкина уж, конечно. Дика, Петров, Харламов. Это уже молодость. Александр Бурмистров. Многие из них играют в национальной хоккейной лиге. Престижно и хорошие деньги платят. И некоторых наших игроков из Акбарса тоже вызвали в НХЛ. Морозов, который ушел, и все. Зариф. Ну, Азеведо, наверное, остальные сейчас вот тоже не помню. Секач понравился очень, защитник. Пожелаем и нашему юному герою таких же успехов. Ну, любопытно. А у вас есть кумиры в хоккее? Да, есть. Кто? Ну, наверное, Фетисов Вячеслав. Я в защите играю, ну, то есть сзади. Вот. И я думаю, у любого защитника кумиром является Вячеслав Фетисов. Его игра импонирует всегда, да. И впереди, и сзади человек мог сыграть достойно. А как, кстати, вот выбирают игроков, кто будет играть в защите, кто будет играть в нападении? Человек пришел, говорит, железный вратарь будет. Как вот тренер это видит, как это подводит к этому плавно? Ну, это по психологическому типу даже ребенка на самом деле выбирают, потому что защитники, они больше, ну, более ответственные, то есть они практически на последнем рубеже находятся своей команды, вот. Нападающие, наверное, такие более, ну, непосредственные. Шустрые такие, что ли, активные. Да, непосредственные, да, такие, как-то по характеру тоже. Ну, и по манере катания, на самом деле, все вот это. То есть тоже даже вот так имеет. видно? Да. Достаточно ребенка научить стоять на коньках, Да, по этой уже видно. Но очень любопытно, что сами вы занимаетесь хоккеем, но при этом ярый футбольный фанат и болельщик. Ну да, За ЦСКА, да. насколько знаем, За болеете. ЦСКА, да, а за рубежом Манчестер Юнайтед английский поддерживаю, да. А почему так? Ну, разносторонне, так Футболисты, сказать. они же и симулянты, и футболисты. Но игра все равно она замечательная. Я говорю, я как бы и сам люблю в футбол играть, поэтому, ну, игра замечательная, почему бы и нет. И люблю посмотреть ее, и даже и поучаствовать сам. А это правда существует такая, ну, почти спортивная легенда, что когда хоккеисты разминаются, они именно с мячом разминаются, как Да, футболисты? есть такая, да. То есть на самом деле? Игра «Шкурка» называется, да. Да. Почему? Скажу вам так по секрету. А не знаю, никто не знает, на самом деле, почему она так называется. Ну, то есть все держат мяч, встают в круг, команда хоккейная, и держат мяч в воздухе на лету, то есть ногами. Чтобы он не падал. головой, Почему да, чтобы он не мяч-то? падал. Почему не шайбу попинать? А как Почему не шайбу пинать? А шайбу не попинаешь, ее, Вот да. именно. Болезненно будет происходить процесс. Зато никто бояться точно не будет. Ну, Максим, а как относится в команде к вратарям? То есть это такая все-таки когорта людей, Их мало. да, Да это вообще такая космическая, как вы сказали, когорта людей. То есть я даже не знаю, как объяснить правильно, но это люди совершенно вообще с другой планеты. какой у них склад от характера? Вы же с ними общаетесь? Вот совершенно разные они люди, совершенно разных вратарей я знаю. И очень необычные люди, скажем так. Тяжело вообще их охарактеризовать как-либо. Ну а в чем их необычность? То есть когда все скидываются, отдают деньги вратарю, они надежно у него будут, да? Все мне. Ну нет, ну это вообще, блин, ну люди с другой планеты, вот так скажем, одним словом. Ну и Вы в еще команде... больше заинтриговали Да. сейчас. Ответа мы не получили. В команде как вот к ним относятся? Все-таки уважение, оберегают Или их? сторонитесь, Ну, потому что не от мира ну, сего. в быту так подсмеиваются, потому что я еще раз говорю, люди странные, очень странные. Ну а на поле, выходя на поле, вратарь как бы он один на поле, и поэтому за него команда стоит горой, и множество драк в хоккее происходит. То есть получается, что в известном развлекательном сериале про хоккей, который мы все знаем, образ очень точно прописан. Ну да, я думаю, А, кстати, старались. самому не хотелось бы вот, принять Вратарем? участие, нет, не вратарем, а в съемках какого-нибудь сериала? Актером. Актером, ну, свободное время, почему бы и нет. Потому что, насколько я знаю, те же самые актеры сериала «Молодежка» — это, ну, не профессиональные, скажем так, да, актеры. Они, конечно, учились многие в театральных вузах, институтах, а многие набраны были так. Так. Нет, свободное время, почему бы и нет, как бы, да. А Можно. поклонницы у подъездах серенады не поют? Ну, всякое бывает, конечно. Значит, поют. Какие, интересно, серенады поют поклонницы хоккеисту? Я наточу твои коньки.
А когда на трибуне сидят родные, близкие, родители, возлюбленная, это помогает или наоборот отвлекает? Вообще чувствуется? Ну, на самом деле, вот в моем случае это редко очень случается, потому что я говорю, ну, я играю в другом То есть совершенно родня городе. вся Да, вся родня у меня в Казани. Казани, да, и здесь, ну, в Поволжье, вот, а я играю там в Москве, и поэтому у меня редко такое случается. Но вот у нас бывает один раз в календарный год игра с казанским клубом, вот приезжаем в Казань, играем, да. Ну, это очень приятно, на самом деле, когда там бабушки, дедушки, там самая близкая родня, отец, мать, ну, все присутствуют на трибуне, это очень приятно, конечно, да. Ну, понятно, что хоккей игра командная. А насколько вообще важно чувствовать партнеров? Или вы настолько много времени проводите вместе, что там уже с полувзгляда понимаете, кто что на завтрак есть будет? Ну да, примерно так, как вы и сказали, да, потому что мы живем все время практически в одном месте, все вместе, вот, и всю свою жизнь, скажем так, проводим тоже мы вместе. Вот, и на поле выходя, там уже закрытыми глазами чувствуешь партнера своего. А не надоедаете друг другу при таком плотном-то общении? Ну, на самом деле, бывает, и вот 2 месяца отпуска это хватает, на самом деле, так на то, Уже чтобы скучать отдохнуть друг от начинаешь, друга. да? То есть быстрее бы конечно. вернуться в команду. Да, да, да. Максим, а бывает такой момент, когда во время жаркого противостояния на льду с другой командой, отстаивая честь своих цветов, нарушаешь установку тренера? Это которые 3, 2, 1, 5, 8, 7? Не, это больше футбол. Старт, не поехали. угадала? Вы о чем вообще? Это сейчас пин-код был назван, да? Нет, ну то есть расписывают же какую-то схему, стратегии игры. Ну да, да. Ну, я понял, да. Нарушаешь и забиваешь при этом. Ну, понятно, Ну, если нарушаешь, нарушив- не забиваешь. нарушив- Не на постановление тренера, а ворота забиваешь. Да, я понял. Ну, нарушив установку тренера, но забив шайбу, то есть, на самом деле, ну, это как бы похвально будет, скажем Победители так. не Да. судят. Победители не судят, да. А, ну, нарушив установку тренера и при этом оплошав, ну, то есть, конечно, там есть риск получить, особенно в перерыве, у тренера. А бывало такое вот у тебя в твоей карьере? Ну, конечно, бывало. Ну, то есть, это даже, ну, как бы обыденность такая, ну, люди все ошибаются и отвечают за свои поступки. А вообще часто защитники шайбы забивают? Ну, вообще, еще зависит все от стиля игры защитника. Вот есть защитники, которые больше любят ходить вперед, есть защитники более домашние, домоседы, которые... Которые даже на тренировки не приходят, которые- да? Ну, да. Сидят тихонько за воротами. А я полузащитник, пойду чай попью. Понятно, интересно. А вообще, насколько получается, если ты имеешь такое почти право нарушать установку тренера, получается, что хоккеист и сам во время игры должен и стратегию Да, разрабатывать, да. и тактику, и думать, и просчитывать. Обучает ли вас этому? Ну, придерживаться установки тренера, ну, это необходимо просто-напросто, потому что иначе для чего-то тренер вообще нужен. Вот. То есть в перерыве или ну, непосредственно перед самой игрой он дает установку, и мы должны придерживаться этой установки. Но есть такие моменты, когда тренер ну, подходит как бы, и ну, говорит о том, что, ну, ребята, вот сейчас самый момент, особенно когда проигрываем, мы, ну, то есть творите, то есть вот, ну, выходите из рамок тех, что я вас загонял, которые рамки, выходите отсюда. Бейтесь и на бейтесь, полную. да, на полную и ну, придумывайте, да. Ну вот знаем мы, что в водном поле, в водном поло тренеры очень жесткие, и никто это не скрывает, и даже наоборот это поощряется. А в хоккее как? У меня были очень жесткие тренера, скажу вам честно, да. Ну, такие, такие люди, что с кнутом и с пряником, на самом деле, да, потому что юмор тоже у нас присутствовал в раздевалке, в команде, то есть были такие моменты, у нас вот тренер-любитель был прийти пораньше в раздевалку, перед тем, как все, ну, еще ребята проснулись, там пришли в раздевалку, он, в общем, ставил стакан с водой под шлем, вот, и то есть, когда ты одеваешься, уже выходишь, ты дергаешь шлем, одеваешь его на голову, и в это время, когда ты его на себя ведешь, на тебя выливается стакан воды, да. Бодрил по утрам. Да, это вообще очень часто происходило, да. А есть вообще- какие-то специфические хоккейные байки, шутки, прибаутки? Ну, есть суеверия некие, да, Вот. хоккейные, да. Вот, Это какие? Ну, допустим, я так самый интересный приведу пример. Например, игрок тот игрок, который долго не мог забить шайбу, например, на протяжении там нескольких игр, обмакает клюшку в туалет, смывает, значит, да. Смывает неудачи свои, да? смывает, А да. как-то вот неуважение к инвентарю не Инвентарь, обидится. ну, это свой инвентарь. И что, помогает? Ну, знаете, всякое бывало. Уже иногда бывает действительно такая, ну как психологическая помощь, скажем так, подпитка вот это вот. Бывает тоже, ну вот шайба не идет в ворота, в мусорку, клюшку тоже засовывают, вот крюк тоже, там несколько кругов в ней опишешь, вроде вытаскиваешь, совсем другая клюшка уже в руках. Вот. Так, еще какие суеверия, приметы?
Ну, с правой ноги конек затягивать, например, начинаешь. Сначала правый Все. конек одеваешь, потом левый, да. А если наоборот сделать, что будет? Все. То все, они разъедутся. То уже смывание клюшки в унитазе, видимо, не поможет, да? Да. Потом, выходя на поле, тоже с правой ноги выходишь. Перелезая через борт, тоже сначала правую ногу заносишь. То есть на вы борт. следуете всем этим приметам, да? То есть вот теперь, когда наши телезрители будут смотреть хоккейные Вы не трансляции сможете матча, отныне смотреть спокойно хоккей. обращайте внимание, да, с какой ноги выходят игроки на лед. Да. Но судя по тому, что вратари товарищи не от мира сего, у них, наверное, приметы еще больше. У них еще больше, да. Перепрыгивают через борт. Да, там вообще некоторые вещи до абсурда доходят. То есть они там, ну, сами с собой разговаривают, там бывают, ну, вообще разные. Всех Правильно, секретов не одиноко буду в воротах раскрывать. ты постой столько лет, сам с Конечно. собой разговаривать начнешь. Может быть. А есть у тебя какая-то мечта вот спортивная, вот сыграть со звездным каким-нибудь составом, командой в пятерке? Я хотел За бы... сборную на Олимпиаде. Я хотел бы сыграть вот в НХЛ, попасть в НХЛ сыграть. Detroit Red Wings есть такая команда. Там вот как раз-таки Фетисов Вячеслав, ну, выиграл Кубок Стэнли под знаменами этой команды. Вот. Там бы я не прочь сыграть, да. Это, наверное, мечта будет моей. Да. Можно назвать ее так. А выступить за честь страны на, вот как коллега моя сказал, на олимпийских сборах? Да, конечно. на Я играх? вот, ну, мне приходилось даже защищать цвета национальной сборной, но в юношеской сборной. Ну вот. Ну, как бы сейчас хотелось бы вернуться туда, да, попасть в взрослую сборную. И... Есть еще такой вопрос, Максим, мне правда ну, любопытно, интересно. Раз столько времени у вас, ну, по роду профессии, получается, отнимает занятия хоккеем, спортом, постоянно нужно быть в форме, постоянно нужно расти. А есть ли какие-то профилированные предметы такого гуманитарного направления, скажем так, да, история хоккея, вот, например. Изучаете ли вы такие вещи? И нужно ли это изучать? Ну, элементарную историю спорта там должен знать каждый, то есть, ну, особенно история своей страны, история, ну, нашего отечественного спорта. Ну, так, чтобы специально, допустим, ну, не изучаем, но я думаю, каждый из нас, он ее знает, так вот, ну, азы истории он, естественно. А есть как раз у тебя из истории отечественного спорта человек, ну, вот, который тебя прям поразил своими достижениями? Фетисов же ж. Ну, понятно, еще. Ну, еще уважаю очень Третьяка. Ну, вратаря, вот слышали, наверное, да? Слышали Сборная как-то СССР, да. краем Да. А Я вот- с внуком его, Максом Третьяком, он много количества времени провел в детско-юношеской команде, вместе играли в ЦСКА. Вот. Вот смотри, когда мы показывали некий опрос, который подготовили наши корреспонденты, все в основном называли Овечкина, да? Овечкина И Овечкина. и Овечкина. Ну, в основном, Ну, да? это как Роналду в футболе. Ну да. Ну так, а я вдруг вспомнил, был же такой замечательный хоккеист Павел Буре. Да, был. Совершенно верно. Ну, просто Овечкин, он такая, ну, наверное, медийная личность. Ковальчук, Овечкин, они, ну, их знают все. Ковальчук, она же пела в «Блестящих». А, это не туда. А вообще, насколько в современном мире тогда нужно спортсмену быть медийным? Получается, Да. что нужно? Ну, нужно все совмещать, стараться, все успевать везде. Каждый завтрак выкладывать в Инстаграм? Ну, уж не, может быть, не до таких крайностей, но везде преуспевать нужно. Но мы выяснили, что у вас достаточно необычное хобби для современного человека. Любите читать, при этом классику, при этом и российскую, и зарубежную. Да. Что вот из последнего? Из Из последнего? любимого. Из последнего, вот сейчас я читаю книгу Ремарка «Три товарища». Мгм. И как? Блин, ничего мне нравится. Ну, вот автор, как говорится, это потерянного поколения, он, да, поствоенного. Вот. Ну, интересно, на самом деле, А очень. есть любимый классик? Любимый классик, наверное, Достоевский. Чем он так привлекает? «Преступление и наказание», вот, ну, роман его, на самом деле, ну, вообще так поразил. Так Но это- многие, на самом деле, вот из моих знакомых не любят Достоевского. Ой, это Достоевщина. Я как бы тоже тяготею, как он хорошо раскрывает психологические образы. Ну, не знаю, на вкус и цвет товарища нет, как говорится, поэтому... А когда время-то находите читать? Если подъем в 7 целый день, тренировки, занятия, знаете, да.
в отпуске? Ну, три тренировки, они только во время сборов предсезонных у нас бывают. А так в основном, ну, время есть свободное на самом Так деле. в основном 2 тренировки. Ну, в основном 2, да, и они намного короче, то есть и не такие энергозатратные, как те тренировки, которые происходят на сборах. Вот, и поэтому есть время, находишь все силы. На все сил хватает, в общем. Ну вот в связи с футболом и в особенности в связи с зарплатами наших футболистов все чаще слышно мнение, что да, и так почетно честь страны защищать. Зачем еще такие гонорары? Насколько это справедливо? Ну, на самом деле, как бы, пока ты вот так вот в шкуре спортсмена профессионального не очутился, то говорить, как бы, судить его там зарплату, это, ну, я считаю, дело такое, ну, нехорошее. Потому что, ну, спортсмен, он всю свою жизнь, ну, кладет на карту, на самом деле. То есть эти вот травмы, он подвержен травмам, и в один прекрасный момент, в один прекрасный день все может кончиться для него. Вот, поэтому, ну, Ну, не это знаю, опасное Максим, дело. вот угледобытчик, например, в шахте тоже кладет свою жизнь на карту, И тоже в один спускаясь в день все шахту. может кончиться. Ну, да. А зарплаты Тоже там, верно. ох, как разнятся. Все ли решают деньги? Как ты считаешь? Ну, нет, конечно. Нет. Вот узнаю человека, который читает Достоевского. А если бы у тебя был миллион Но не алых роз. долларов США, скажем тогда, алых роз, как бы ты распорядился этой суммой? Ну, на самом деле, надо думать долго. Там сметы всякие писать. Мы сейчас поможем определиться, на что потратить эти деньжища. Реклама на ТНВ. Вернемся в нашу вечернюю игру с играми и прибаутками. Вот мы уже сделали по ходу. О, Максим, я смотрю, скоро закроет игру. Как-то так прям удачно получается. Остановились мы на огромном количестве денег. Ну, ты сказал, что нужно писать какие-то бизнес-планы. Значит, в планах есть бизнес. Есть. Есть. Но Ну, я не буду, секрет как? всех секретов не буду раскрывать. Но с хоккеем он как-то связан? Со спортом связан. Со спортом. А ты вообще любишь планировать? Расписывать, планировать? Или Ну, да. иногда как бы вот готов отдаться воле случая, скажем так. Ну нет, я так прагматик на самом деле, да. Не люблю. Ну, раз ты прагматик, то, значит, уже задумывался о том, что будет после хоккея. Потому что, как мы уже выяснили, век недолог, мало ли. Существует ли жизнь после хоккея? Узнаем Существует. прямо сейчас. На ТНВ. Я Дружков вспомнил вдруг. Ага. Не к добру. Да не, ну конечно, ну, человек, занимающийся спортом профессиональным, он должен думать о будущем. Потому что, как я сказал, ну, травмоопасный вид спорта, и не дай бог, что случится. И ну, нужно как-то находить себя и в другой жизни, ну, далекой от спорта, скажем так. Ага. Но мне кажется, от спорта все равно люди, которые в спорте, никогда не уходят. Потому что это спорт. Ну да, да. Он засасывает и не Коллега, вы отпускает. сегодня логичны. Так у меня получилось, интересно. Да. Хорошо, как мы уже выяснили, поклонницы серенады под окнами поют. А если барышня надумает чем-то удивить, что ей нужно сделать? Как удивить хоккеиста? Как удивить хоккеиста? Ну вот, быть далекой от хоккея на самом деле, потому что, ну, барышни, которые вот это вот увлекаются так хоккеем, прям это как-то так навязчиво все, и на самом деле, чем дальше она от хоккея, тем лучше, скажем так, тем больше у нее шансов понравиться. То есть, если она не знает, что такое хоккей, это Да, вообще идеально. это даже, да, это лучше. Намного А чем ты лучше. занимаешься? Хоккеем. А что это? Да. Это было бы здорово. Идеальный вариант. Хорошо. А готовить она должна уметь? Ну, готовить, я думаю, уж каждая девушка должна уметь. Ну, и мужчина Вот должен уметь феминистки готовить. сейчас взбелились. Вот, кстати, ты сам умеешь готовить? Да, умею. Что, ну, как бы такой, не знаю, там, Коронного. коронное... Коронная? Яичница? Яичница. Самое необычное коронное блюдо. Это фишка всех мужчин. Я умею готовить яичницу. Кто-то гениально кипятит воду. Хорошо, поговорим еще о личных каких-то предпочтениях. Книги. Мы выяснили, ну, спорт, это, само собой, занимает очень много времени. Помимо этого, есть какие-то еще увлечения, хобби, собирательством, может, ты занимаешься? Любишь Походы. какие-то делать вещи там руками, поделки, я не знаю, там... Ну, то, что вот касается досуга, на самом деле, он, ну, такой же, как у обычного человека, далекого от спорта. То есть там боулинг, бильярд, походы в кино.
Но есть это это развлечение, как бы, развлечение А, то, что всё-таки. касается хобби, да? Да, да, имеется в да. виду? То есть, может быть, там кто-то марки вот собирает, допустим, да, кто-то слоников собирает. Кто-то не марки собирает. Кто-то вообще ничего не собирает. Вот у него хобби лежать на диване. Ну, я так затрудняюсь сказать, на самом деле, о хобби. А отпуск, получается, идеальный, это с семьей, с родителями? Ну, да. А потому неужели не что- хочется куда-нибудь уехать или хватает разъездов в жизни? Да нет, на самом деле хватает разъездов, ну и 2 недели я всегда как бы, ну, уделяю на то, чтобы из 2 месяцев, 2 недели я уделяю на то, чтобы, ну, посетить море, как бы, летаем на море с друзьями, да, отдыхаем. А там обычно на пляже под пальмой или тоже какой-то активный отдых? Да, активный отдых тоже, ну, на самом деле, приветствуется, вот, потому что если там 2 месяца без устали там лежать, отдыхать, то есть потом ты просто-напросто вот это тяжело тебе вклиниться будет в спортивный режим, и поэтому, ну, постоянно в То есть движении слабину себе находишься. давать нельзя. Ну да, да, периодически все равно ты должен как бы, ну, заниматься спортом, давать дань этому, да. Плавание и так далее. Да, волейбол, плавание, там, это все только приветствуется. А есть какой-то вид спорта, в котором ну никак не получается? Ну вот не идет, не нравится, гол не забивается, ракетка, валанчик не отбивает. Крокодил не ловится, не растет кокос. Да нет, профессиональный спортсмен, он вообще во все игры должен уметь играть, я считаю, и поэтому так даже, ну, навскидку не скажешь. То есть умелец на все руки, Ну, на все виды спорта. громко сказано, но стараюсь быть им. Про книги вот мы вернемся, что узнали, да, про развлечения обычных людей, которые не занимаются хоккеем. А фильмы, кино, есть какие-то любимые картины о спорте? Мгм. Ну, «Легенда 17», если так вот о спорте Вот, говорить. да. Я мы не надеялись сомневался, что сегодня будет услышать назван про этот этот фильм. Конечно. И да. как, понравился? Ну да, отличный фильм снят, да. Ну вот ты как, кстати, считаешь, больше таких фильмов нужно снимать у нас в стране? Конечно, они прививают, ну, как бы вообще любовь к спорту и патриотизм даже отчасти тоже, ну, присутствует в этом фильме. Вот. Конечно, нужны такие фильмы. Такие воспитательные картины. Да. Хорошо, а если когда-нибудь надумают снять такой фильм про тебя, там, через много-много лет, когда ты добьешься уже всего, чего хотел добиться, кто бы тебя должен был сыграть? О, Я какой думаю- хитрый вопрос. Тяжело сказать. Тяжело. Затрудняюсь, наверное, даже. Я думаю, его еще нет на этом на белом свете. Логично. То есть, если через много-много лет кто-то должен тебя сыграть, Не то это подловился. будет актер, который будет через много-много лет. А есть какой-то любимый жанр фильм? Или последняя картина, которую ты посмотрел в кинотеатре, прям вот не на торрентах качал, да, я не знаю, там, не на Ютьюбе, не в интернете, а сходил в кинотеатр? В кинотеатре я смотрел последний фильм «Пираты Карибского моря». И как? Ну, так, ничего, на самом деле, сказка. Так вот, ну, снят, естественно, ну, красиво очень снят фильм, полным-полно Но спецэффектов, потом да. не вспоминается. Ну, да, впечатления особо не оставил. Вот. Ну, а если не брать, как бы, эти голливудские фильмы, зарубежные, то есть отечественные тоже люблю, гайдаевские фильмы люблю, «12 стульев», Иван Васильевич меняет профессию. Вот. А ужастики? Нервишки Ужастики, пощекотать? да, тоже присутствует такое, да. Как бы. Мне кажется, Любовь это хорошее воспитание родителей. То, что ты приветствуешь такие действительно фильмы советские, старинные, а не просто блокбастеры. Ну, вот советские И, уже старинными стали. Ну, для кого-то да. Все, молчу. Ты чтишь возможно. традиции. Ну да, конечно. Вот эти фильмы, они вообще, ну, юмор там присутствует, который, наверное, сейчас не достает во многих фильмах, и даже вот американским, зарубежным фильмам Американские современным. никогда не Да, отличались славились особым юмором. Юмором, да. И добротой такой, вот, я не знаю, в то же время, ну, присутствует у них в этих фильмах, вот, в отечественных, советских. Ну. Какую-нибудь крылатую фразу из отечественного кино, Любимую, которую ты часто возможно. применяешь. Может быть, даже когда ты на льду, там, и что-нибудь. Михаил Светлов, и гол. Что так вспомнить не могу. А вот, кстати, про игол. У футболистов, по-моему, у каждого есть свой какой-то ритуал, когда они забивают там, празднование. Да. празднуют это называется. Да. Это же нельзя уже. Нельзя, но некоторые это делают. Есть такие какие-то Ну, на свои самом- традиции? На самом деле нет, это вот неумышленно, вот как всплеск эмоций таких, и дальше уже себя не контролируешь, всегда по-разному случается, да.
потом бывает включается голова, и ты думаешь, Ё-моё. да, мне стыдно. Смотрите на YouTube. А когда вот забил гол, причем гол, допустим, решающий в матче, все, команда победила, какая-то эмоция? Понятно, что это счастье. Какая эмоция? Ну, это счастье, гордость вся за команду, и, ну, главное, что ты чувствуешь себя, ну, нужным команде, вот, полезным. Вот. А ты можешь вне игры, то есть вот это вот, мне кажется, такое все-таки спортивное братство, оно у вас должно обязательно существовать. Помогаете ли вы, ну, скажем так, друг другу вне игры? Какие-то, если неприятности, проблемы появились, да, ты можешь позвонить своему коллеге по команде, сказать, там, Серега, выручай. Да нет, конечно, мы друзья по жизни, хоккей у нас всех сближает так вот, и прям тесно общаемся, и помимо хоккея, ну, в повседневной жизни мы тоже А с дружные. коллегами по бывшим клубам тоже общаетесь? Да, поддерживаем по возможности отношения. Да, не всегда удается, но так по возможности тоже встречаемся, там, проводим время, досуг вместе, да. А как вы проводите вместе досуг? Вот как хоккеисты, у вас спортивный режим, то есть сильно куролесить вам, наверное, нельзя. Ну да. Ноги, руки тоже нужно беречь. Как? Ну, можно просто встретиться и задушевно поговорить вот так вот. То есть, ну, здорово вспомнить какие-то былые времена, там, вот эти вот происшествия в раздевалке какие-то, да. То есть, ну, много, на самом деле, способов. Опять же, в домино может поиграть Ну, да. Хорошая с идея. командой. А что делает вас счастливым, кроме забитых шайб? Кроме забитых шайб. Здоровье близких, родных мне детей. Родителей. Апа! Какая интересная оговорочка Ну, получилась. и свое, наверное, Ну, тоже. конечно, да. Да. Вроде пока не жалуюсь, слава богу. Ну что ж, пожелаем успехов. Отлично. Да, спасибо большое, Максим, что пришел к нам на программу, раскрыл некоторые нам секреты о хоккее. Надеемся, Теперь скоро увидите в НХЛ. обязательно. С опаской будем теперь смотреть на вратарей. С правой ноги. Обратите внимание теперь всегда, с правой ноги только. А это была программа «Вечерняя игра». Всем всего доброго и спортивного. Да, пока.